Россия, Удмуртия, предпринимательский и туристический центр Ижевск. А это журналисты. Они знают много интересных фактов о развитии республики. Сегодня в увлекательное путешествие отправится ведущая артистка Русского драматического театра Удмуртии, модель и телеведущая Дарья Гришаева. Она уже успела отправиться в полет и побывать в зеркальном эко-отеле. Что же ждет Дарью в этот раз, узнаем совсем скоро. Привет, Даша! Привет, Сонь! Мы сегодня находимся в туристическом городе Удмуртии Сарапуле. А еще это место очень привлекательно для бизнеса. Для бизнеса? Ну, значит, надо узнать об этом подробнее. Конечно. Дарье предстоит выполнить задание от журналистов, а они будут наблюдать, справится ли Даша и в этот раз. Смотрим. Сарапул – купеческий город на Каме. Ему присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТСР, что способствует развитию бизнеса. Один из его резидентов – предприятие по производству респираторов «Алькор», открылось в городе в 2018 году. Основная наша продукция уходит на северо-запад страны, центральный регион, ну и, естественно, конечно же, Урал и Поволжье, где мы все и проживаем. В первый месяц работы на предприятии выпустили 50 тысяч изделий, а сейчас могут произвести столько, что хватит на всех жителей столицы республики. Попробуй себя в производстве респираторов. Вас приветствует мастер фэн-шуй Дарья Гришаева по изготовлению прекрасных респираторов. Начинаем! Чтобы появилось готовое изделие, должен пройти цикл от выкройки до упаковки. Многие процессы автоматизированы. Респиратор из машины, когда выходит, мы его проверяем, что мы упаковываем, складываем по 5 штук. Вот так. Проверяем на воздух. Сегодня на предприятии производят 8 видов респираторов. Промышленные, медицинские, для гражданской обороны. Выбор большой. Это подойдет к моему вечернему красному платью. Так, ой, вот. О, на день рождения к Ленке я иду, значит, вот в этой. Так. Оп. Новый год буду встречать вот в этой. Шикарно. С бизнесом познакомились, пора прогуляться и по улицам этого старинного прикамского городка. Познакомься с купеческим Сарапулом. Предлагаю окунуться в атмосферу исторического Сарапула. Очень интересно. Ну-ка. Богатые исторической архитектурой улочки в 2022 году объединили в городское общественное пространство музейный квартал. Здания имеют более чем вековую историю. Перед нами находятся купеческие учреждения, которые строили Курбатов и Колчин, которые спустя больше уже столетия служат медицине. Напротив еще один памятник архитектуры – женская гимназия. Она и сейчас продолжает служить делу просвещения. Только теперь здесь учатся и девчонки, и мальчишки. Учились там одни девочки. Ну, из известных выпускниц, наверное, это Лидия Будыговская, которая потом в Санкт-Петербурге пишет известную повесть о рыжей девочке, где в основе лежит ее жизнь, жизнь уездного города Сарапула. В Сарапуле не только красиво, но и вкусно. Даже чай здесь есть особенный, купеческий. Какой чай посоветуете? Вот какой самый вкусный, уютный, тепленький? У нас появилась идея создать 2 чая. Первый чай придумали мы купеческий Сарапул, так как наш город – это известный купеческий город, да? Вот, и хотелось как-то все-таки вспомнить старину. А это уже современный купаж. В него собрали нотки, которые могут согреть в мороз и напомнить о Сарапуле. Да и название соответствующее – душевный. Ой, шикарно.
Также нам хотелось создать шоколадку с нашей золотой рыбкой. Да? Символом нашего города как раз является стерлядь, то есть Сарапуль, как она раньше называлась. Алло, Сонечка, ты сейчас лопнешь от удивления. Знаешь, где я была? Я пробовала такие восхитительные чаи. Девочка моя. Почувствовав вкус Сарапула, нужно обязательно прогуляться по набережной. Кама прекрасна в любое время года. Недавно здесь продлили пешеходную зону и установили новые арт-объекты. Словом, сделали набережную еще краше и уютнее. Даша, как тебе город на Каме? Я всегда знала, что Сарапул – это прекрасный город, но сегодня я его увидела совсем с другой стороны. И еще раз убедилась, что Удмуртия – это территория будущего.